как снежинок из земли. Но возьмем, к примеру, эти. Слово «я» и слово «мы». Я на свете одинока, я не очень много прока. Одному или одной трудно справиться с бедой. Слово «мы» сильнее, чем я. Мы семья, и мы друзья. Мы народ, и мы едины. Вместе мы непобедимы. Добрый день, дорогие друзья. На разных языках мы говорим. Рожбаш, Хэллоуин, Кузина, Гутентаг, Доброго дня, Хайрлику, Добрый цин, Мархаба, Харгидегей, Хайрлику, Явшикун, Буэнос диас. Мы вместе учимся и творим. И нет на свете дороже. А чтобы лучше узнать друг друга, мы проводим совместные мероприятия. Добро пожаловать на этнокультурный фестиваль «Единство через культуру». Прежде чем мы начнем нашу концертную программу, просим почтить память погибшим. Спасибо. Слово для приветственной речи предоставляется организатором этнокультурного фестиваля «Единство через культуры», сопредседателем Федеральной национальной культурной автономии курдов Российской Федерации Фатееву Фархату Абдрахмановичу. Уважаемые друзья, мы рады сегодня приветствовать вас на нашем этнокультурном фестивале «Единство через культуру». Данное мероприятие мы проводим при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Это у нас последнее мероприятие в этом году. Вы все стали очевидцами, свидетелями всех тех конкурсов, детского рисунка, лагерей для молодежи. Очень много мероприятий мы проводили в этом году, и это сегодняшнее мероприятие является таким завершающим. Что хочется сказать? Конечно же, мы надеемся, что все те из вас, близких, кто принимал участие в наших мероприятиях, кто побеждал, кто просто был участником, остались довольны. И мы надеемся, что и впредь и члены нашей организации, Федеральной национальной культурной автономии, и наши организации-партнеры будут активно задействованы во всех мероприятиях, которые мы будем проводить в будущем. И сегодня мы проводим, с одной стороны, этот фестиваль. Сейчас перед вами выступят артисты, представители различных национальностей, которые представят свою культуру. И в завершении мы решили организовать елку для детей, поскольку намечается новогодний праздник. Сегодня последнее воскресенье перед Новым годом, поэтому мы надеемся, что курдские Дед Мороз и Снегурочка смогут порадовать ваших детей, которые сегодня здесь присутствуют. Еще раз пожелаю вам от Федеральной национальной культурной автономии курдов Российской Федерации крепкого здоровья, бодрости духа. Желаем, чтобы в новом 2022 году все у вас было хорошо, чтобы невзгоды, беды обходили вас стороной и, конечно же, прекрасное настроение. Будьте счастливы. Пусть 2022 год будет годом удачи для всех вас. Спасибо. Россия является государством, что отражено также в ее Конституции. На ее территории проживает более 190 народов. Культура каждого народа имеет свою ценность и уникальность. Это святыня, которую каждая национальность собирает и бережно хранит. Знаете ли вы, откуда произошло название Русь, Россия? Через всю территорию Киевской области течет речка Рось. На берегах этой реки жили люди, которых звали русами. А территория, на которой они проживали, стала называться Русью, русской землей, Россией. По русскому обычаю гостеприимство дорогих гостей встречают хлебом и солью, и с песней. Хлеба и соли не приготовили, но у нас есть песни. На сцене для вас выступит студент Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова Ивана
начинающий артист Василий Яковлев, который исполнит две песни «Когда имел золотые горы» и песня «Брови». Слова и музыка Уваркина.
Спасибо Яковлеву Васильеву. Сейчас приветственное слово предоставляется члену Совета региональной общественной организации содействия и реализации прав тюркских женщин ВИА Татьяне Одинцовой. Добрый день, дорогие друзья! Выразительность и индивидуальность курдской национальной традиции неразрывно связана с социокультурной ролью женщины. Испокон веков курдское общество наделяло женщину высочайшей ролью, высочайшим статусом хранительницы культуры. Женщина – символ мира, женщина – символ духовных, нравственных ценностей народа. Благодаря уважению женщины к родному наследию сохранено все великолепие наследия, все великолепие курдской культуры. Этот год был особенно насыщен мероприятиями, посвященными курдской национальной культуре. Примечательно, что активное участие приняли не только взрослые, но и дети. От лица организации я выражаю искреннюю благодарность мамам, бабушкам, сестрам, всем женщинам, прививающим любовь юного поколения к родным корням. Пусть этот год станет ступенью для перехода в светлое, мирное, благополучное и продуктивное будущее. Пусть каждое начатое дело непременно обернется успехом. С наступающим, дорогие друзья! Спасибо, Татьяна, за теплые слова. Приветственное слово предоставляется директору делового комплекса «Мир» Карине Викторовне Русиновой. Дорогие друзья, здравствуйте! Мы в деловом комплексе очень рады приветствовать вас. Первое наше общение с ФМК курдов России. И хочу сказать, что мы искренне радуемся тому, какое хорошее, благое дело делает ваша общественная организация. Мы пообщались с Фархадом Абдурахмановичем. Человек просто необыкновенный, как он болеет душой. И как здорово, что вы привлекаете в свое движение, вот в те ваши благие дела, не только взрослых, но и детей. Я вот вижу сегодня очень много детворы у нас в зале. Дорогие друзья, прям вот низкий поклон за то, что вы делаете. Вы объединяете культурой народы. Нет ничего негативного. У вас добрые, светлые лица. И это так в наше время ценно. Поэтому низкий вам поклон, большое спасибо. Я надеюсь, что вот подобные мероприятия вы будете проводить у нас в деловом комплексе. Мы с удовольствием создадим все условия, чтобы вам было хорошо и душой, и, как говорится, в техническом плане. Хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, конечно же, здоровья, это сейчас самое главное. И еще, давайте будем еще больше ценить наших родителей, наше пожилое поколение. Давайте будем отдавать все свои душевные силы нашей детворе, чтобы у нас хватало на это времени, сил и здоровья. Счастья вам всем и до новых встреч у нас в деловом комплексе. Спасибо. Есть у курдов такие обычаи и традиции, которые не потеряли актуальности в наши дни. Это уважение к старшим, гостеприимство, взаимопомощь. Считается, что если враг обратился к тебе в трудную минуту и попросил трона, то ему нельзя отказывать. А какой зажигательный танец у курдов Гувен? Насчитывается несколько сотен видов. На нашей сцене для вас выступит молодая и талантливая певица Лейла Микоян. Она исполнит для вас две песни. «Валат имен Курдистана, Родина моя». «Лехем брану лехем». Давайте, братья, поприветствуем Лейлу.
невероятно богата, имеет массу интересных особенностей. Греки – народ темпераментный и харизматичный. Обычно говорят звонко, но редко используют повышенные тона. Главная черта греков – почет и уважение, отношение к старшим. На сцену приглашается представительница этого народа Ариана Братакимхиду. Прежде чем спеть, надо же сказать, правильно? Но хочу вас поздравить всех с наступающим праздником. Воспользуясь моментом, от всех стран, то бишь и от Греции, низкий вам поклон. И спасибо за организацию, потому что мы одно единое целое, и когда рука, она всегда в кулаке, мы все едины, и сила у нас, и у нас будет здоровье, и счастье, и любовь, и благополучие. И дети наши будут процветать, потому что в наших детях наше будущее. Мы выросли, мы создали этот мир, а вот наши дети, они должны его продолжать. Поэтому в каждом доме хроня пола, многое лето, многое и многое лето. Сегодня я рассказываю. Можно я вот погромче? Ну, у нас практически танцы похожи. Выходите, пожалуйста. Ну что вы, вот, давай, выходите. Вот, смотрите. Все. Сюда ко мне. Верони еврокраси, quando sto pigliando scoppio. Se buona chiudo a ridotte, lo chiudo e con il rotto, davanti a guardato. Se buona chiudo a ridotte, lo chiudo e con il rotto, davanti a guardato. Присоединяйтесь! Sto viviendo Fíjate una foto arriba pero que doy davanti a guardato. Fíjate una foto arriba pero que doy davanti a guardato. Мы продолжаем.
приглашается детская группа «Нуши» Лебедчук, которая исполнит стихи на курдском языке. Yavaş dostum Evan'ın heyecan. Demek ki diriş bu ez dernet ketim sarsane u biraz geleki kelacak жбому вечера якие диса добрый вечер, уважаемые гости и друзья наши. Я очень долгое время не выступала на сцене, и для меня, как и было раньше, каждый раз, как в первый раз, поэтому извините за волнение. Я надеюсь, сегодняшнее выступление вам очень понравится. Спасибо. Десте сотолеризм. Честно, вообще непривычно. Спасибо. Вообще, вы знаете, у нас неотъемлемая часть всех наших праздников, концертов, выступлений, это, конечно же, наши музыканты. Я хочу, чтобы отдельно аплодировали нашему музыканту Народину, потому что он один, но он играет на своем музыкальном инструменте как огромный оркестр просто. Спасибо ему большое.
Спасибо, наши очаровательные Розарины. Таджики – древнейший и мудрый народ, который подарил человечеству великих поэтов и мыслителей. Таджикский народ свято чтит традиции, хранит и передает их из поколения в поколение. Традиции передаются и в одежде, и в еде, и в быту. Приглашаем на сцену таджикского поэта и музыканта Иномчон Тимира. Аплодисменты! Nabina,
Спасибо огромное. На сцену приглашается юная флейтистка Измира Алиева, которая исполнит на флейте произведение, называющее «Колыбельная буря». Просим. Аплодисменты. Что-то не слышно аплодисменты. Если ты когда-нибудь попадешь на праздничный стол к узбекам, то обязательно отведай плов. Это древнейшее восточное блюдо из риса и баранины. Есть его принято руками. Считается, что только так можно по-настоящему ощутить вкус этого блюда. А любое застолье начинается и заканчивается чаем, узбекским чаепитием. Это целый ритуал. Чай пьют в основном зеленый, по-узбекски кок-чай. В некоторых районах предпочитают черный чай. Чай пьют из пиал, без сахара. У узбеков принято, чем более уважаемый гость, тем меньше чая в его пиале. Можно проявлять заботу о госте, регулярно подливая ему чай. Полная пиала означает пренебрежение, пей быстрее и уходи. Давайте пригласим на нашу сцену
Бехруза Солихова, он расскажет стихотворение на узбекском языке. Спасибо. Следующая участница фестиваля – молодая исполнительница курдских песен Моника Баралис. Песни «Сола Тезе», «Бохче Кулам». Поприветствуем ее. Аплодисменты Моники.
победа через культуру. Они исполнят две песни «Дасмал Амен», «Мой платок», «Ах, Аман, Аман, ты моя радость». Desmond
Амида и Мяджи, под ваши бурные аплодисменты. Встречайте. Рожа Вахир, Яла Хавава, Азгари Килу, Кирхаша, Андиса Азар, Андиса Ахади. Eşya salat hazır, salat hazır, işte babarak biliyoruz ve sana selamlar hoş ediyoruz babarak.
удовольствие. Она без солдата заждала. Эй, эй.
мероприятие подошло к концу. В современном мире многие конфликты и недоразумения между людьми возникают на межнациональной основе. Но мы должны помнить, что Россия всегда была и есть многонациональным государством, и объединение всех народов является основой мощи и силы. Нам нужна дружба народов. Конечно, нужна. Вся дружба народов – это нечто надуманное, а лучший вариант совместного проживания людей на одной территории. И в основе такой дружбы должны лежать реальные интересы всех народов. На этом позитивной ноте мы завершаем наш этнокультурный фестиваль «Единство через культуру». До новых